Глава региона, выражая благодарность врачам из Москвы, подчеркнул, что наблюдал за их деятельностью и считает поддержку, оказанную региональным специалистам, важной не только с профессиональной точки зрения, но в первую очередь с моральной. По его словам, участие коллег было необходимо местным работникам медицины. Это было не только полезно, но это было очень здорово в части реально эта помощь. Понятно, что вы врачи и специалисты, и у нас неплохие, я убежден в этом. Но знаете, самое главное была моральная поддержка. Вот это вот чисто людей, врачей, которые здесь таким вот десантом высадились. Кроме того, на такой объем и технических средств, имеется в виду ИВЛ, и оборудование. Приехали на передовую вот, и подключились к этой ситуации. Поэтому огромное вам спасибо. Тот труд, который вы вложили, он с благодарностью воспринят каждым врачом и жителей. Ну и в будущем я хотел бы, чтобы какие-то рекомендации от вас были. Я думаю, теперь вы будете приезжать чаще к нам, может быть, не по болячкам. У нас тут места интересные. Рабочая поездка специалистов, откомандированных в республику Сергеем Собяниным по поручению президента России Владимира Путина из Москвы, была организована для оказания методической и практической помощи региональным коллегам. В течение 2 недель команда врачей посетила все 6 медучреждений, выделенных под борьбу с COVID-19. Московские коллеги помогли в разработке маршрутизации и методик лечения, начиная от госпитализации до распределения резерва медицинского персонала и оснащения больниц. Врачи посетили Назрановскую городскую больницу, Ингушскую республиканскую клиническую больницу, Республиканский центр фтизиопульмонологии, Малгобекскую центральную районную больницу, Детскую республиканскую клиническую больницу в городе Назране, Сунжинскую центральную районную больницу и другие. Ежедневно медики осматривали от 40 до 60 пациентов. Арнольд Маркаров, старший врач бригады, заместитель главного врача по хирургической помощи, врач-хирург ГКБ имени Еромишанцева, Департамента здравоохранения Москвы, высоко оценил организацию рабочего процесса, а также профессионализм местных специалистов. Хотим высоко оценить труд ваших коллег, потому что мы проездили по многим стационарам, практически по всем, кто работает с ковид-инфекцией, и начиная с республиканских центров и заканчивая Сунжинским, Малгобекским районом. То есть, и надо сказать, что вот труд самоотверженный. Да, мы не застали ту острую ситуацию, которая была в самом начале, да, но прекрасно можем понять, представить, потому что когда-то мы оказались в этой ситуации. И хотим заметить, что с достоинством они вышли из этой ситуации. На местах мы привыкли обсуждать у постели больных и проговаривали практически каждый момент, делились опытом, что называется, потому что есть рекомендации, есть понятие клинического опыта. Все это обсуждали, и вот, скажем так, везде нас принимали радушно, везде с открытым сердцем, и в медицине вообще это принято, обмениваться опытом. Мы это ощутили здесь в полной мере, потому что до сих пор, вот даже до сегодняшнего дня, мы созваниваемся с некоторыми стационарами, с врачами, обсуждаем некоторых пациентов. Это не может не радовать. То есть мы ощущаем, что, наверное, цель нашего визита, та первая цель, которая была заложена, она была выполнена, потому что мы хотели посмотреть, понять, помочь, совершенно искренне. Мы постарались это сделать. Мы чувствовали такую домашнюю заботу, да, которую, может быть, не всегда могли бы у себя это увидеть. Поэтому мы очень тронуты этим вниманием. Мы каждый раз слышали о том, что глава республики переживает, как все будет, и поверьте мне, что низко кланяемся, спасибо вам большое. Организация была на таком высоком уровне, что вот я не знаю, смог бы я ответить тем же самым. Так что очень вам признательны от всей команды, я это говорю, 2 слова благодарности. Большое спасибо вам за все это. Большое внимание бригада врачей из Москвы уделяла эпидбезопасности лечебного процесса. Они поделились собственным опытом распределения потоков пациентов, разграничения красных и зеленых зон в стационаре и организации работы санитарных пропускников. Также специалисты провели семинары в формате онлайн-беседы. Лекции по 4 направлениям провели пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анестезиолог, реаниматолог. В заключение состоялось награждение гостей республики почетными грамотами и юбилейными серебряными монетами, посвященными 250-летию вхождения Ингушетии в состав России. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Рахман Суров, Новости 24.